оправдать Российскую академию, которую несколько поспешно упразднили в свое время с Академии наук, вот, в то время как во многих странах есть такие именно гуманитарные общественные структуры. Сейчас я предоставляю слово президенту Академии наук Чеченской Республики Жигулату Вахидовичу Умарову. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень внимательно слушал предыдущих ораторов, радовался за то, насколько глубоко мы с вами стали заходить в такое ответственное время, я имею в виду, размышляя на тему империи, на тему имперскости и так далее. Ну, эсхатология существует не только христианская, эсхатология существует и иудейская, и, как вы понимаете, мусульманская в том числе. И тот же халиазм, и тот же вера в Мессию, это как раз тоже для нас неотъемлемые части бдения, да, неотъемлемые части нашего ожидания того, что уготовило нам будущее. Как все мы прекрасно понимаем, ни мы с вами, ни наш президент, ни власть придержащие, они не являются субъектами вечными, да? То рано или поздно мы умрем. Самое важное, какое государство, какую империю, если хотите, мы оставим нашим потомкам. Поэтому мой подход в данном случае будет скорее не сколько теоретический, сколько, ну, скорее такой эмпирический, наверное, да? И я хочу тоже, как и мой дорогой друг, человек, дружба с которым я горжусь, который имеет уже свою традицию, это Константин Валерьевич Малафеев, прекрасную книгу которого мы в том числе сегодня презентуем. Надо исходить сегодня от конкретного все-таки. Ну, я как идеолог Рамзана Кадырова могу вам, например, коротко рассказать о том, за что воюют чеченцы, ну, вообще мусульмане, да, в данный момент в зоне СВО. Они воюют по одной простой коранической формуле. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. И не считайте мертвыми тех, кто погибли на пути Аллаха, ибо живые они и получают лучший удел у Господа своего. Мы считаем, что мы воюем на пути Аллаха. Почему? По двум причинам. Первая причина того, что мы находимся на пути Аллаха, это то, что мы воюем со всемирным сатаной. И теория, кораническая теория сатаны нам тоже ясна, потому что мы знаем, что это некий джин, который был в свое время сотворен из огня, который рьяно поклонялся Всевышнему, и в один из моментов, когда по воле Творца был создан первый человек из глины, то поступил ангелам приказ: «Сажиду, поклонитесь». И ангелы поклонились, не стал поклоняться только Иблис, который посчитал, что он, сотворенный из огня, не должен, значит, творению из глины, земному творению поклоняться. Тут он проявляет высокомерие, и в Библии это изыди, у нас это изгаби. Он был изгнан, но он взмолился Всевышнему и попросил его о том, чтобы тот дал туахир мин аджалин, говорит ему, отсрочь мне до срока, вот, воистину ты сбил меня, и теперь я буду сбивать человечество, нападая на них слева и справа, спереди и сзади, пока не сведу их всех в гиену огненную, илля калила, за исключением немногих. Немногие – это верующие, как вы понимаете, люди, которые крепки в своей вере. Вот. Я тут кое-что специально набросал, естественно, без вот такого подобия взгляда в виде доклада, такого небольшого. Я набросал, я вам обязательно его зачитаю. Я здесь призываю всех нас к бдительности, потому что сейчас в том состоянии, когда первые ростки империи начинают пробиваться у порогов Днепра в данный момент, мы с вами должны
понимать, что за спинами этих ребят и за нашими спинами тех людей, которые пытаются их вдохновлять, все-таки на, скажем, в культурном секторе, в идеологическом и многих других, и в научном в том числе, все равно продолжается вакханалия Ханаана, как вы говорите, да, Вавилона. Вот. Она продолжается, она набирает обороты, она даже придумывает разные конструкты, с помощью посредством которых они будут существовать дальше. Вот. Поэтому здесь я не вижу никаких эволюционных мер, здесь меры должны быть более жесткими. Так вот, Иблис чрезвычайно изобретателен. Это энергетическая субстанция, которая некогда была джинном, сотворенная из огня, уже тогда проявила собственную логику, возразив Всевышнему, свят он. Отказ от земного поклона человеку сатана высокомерно аргументировал тем, что он сотворен из более, как он посчитал, благородной стихии. Выпросив у Господа миров срок своего мерзкого и губительного для многих людей существования, он взял на себя главную роль искусителя и немедленно поставил перед собой совершенно конкретную задачу – нападать на людей слева и справа, спереди и сзади, до тех пор, пока не сведет их в гиену огненную, за исключением немногих, и вплоть до судного дня. Мы с вами должны хорошо понимать, что ислам, как, впрочем, и другие монотеистические мировые религии, призывая к длительному развлечению дьявольского коварства от божественной благодати, всегда уповает на главного своего союзника – человека, обладающего разумом, размышляющего над знамениями Творца. Вот такими обращениями Коран буквально пестрит. Я улюль альбаб и так далее. О размышляющие. Отсюда мы должны сделать логичный о том, что лишение способности мыслить – одна из главных задач многоликого и весьма утомительного в своих умозаключениях Иблиса, будь он проклят. Главное и самое опасное коварство этой навечно проклятой сущности заключается в безгранично подлой, почти заметной подмене главного второстепенным. Открывая перед часто доверчивыми мусульманами, особенно молодежи, десятки дверей иллюзорного добра, являя миру ювелирно сформированные так называемые общечеловеческие демократические ценности, предварительно размягчив их в кровавом маринаде социальных революций, лукавый продолжает воздвигать на земле свой человеконенавистнический Вавилон. Довольный от наметившейся добычи оскал апокалиптического зверя и сегодня различим в средневековых фресках и картинах европейских художников. Я хорошо помню, с каким тяжелым чувством читал записи католического хрониста Фульхерия Шардского об истории Первого крестового похода. Особенно в том месте, где запечатлена огненная речь римского папы Урбана II в Клермоне в 1096 году. Проповедь неистового папы, вдохновленного самим сатаной, была настолько завораживающей и пронзительной, что потрясла всех до умопомрачения. Обратите внимание на дату, в это время происходит активная реконкиста на Пиренейском полуострове, где практически в один воюет с Аль-Мансуром. Проповедь, почему туда не направили, да? Почему в Иерусалим, где как минимум треть населения христиане? Папа Урбан живописал так, будто видел все собственными глазами. Все тут же безоговорочно поверили в невыносимое положение христиан на Византийском Востоке, особенно в мусульманской Палестине. На клеветнических рассказах о том, как мусульмане пожирают живьем христианских детей, оскверняют священные земли, по которым ступали ноги Сына Божия и его апостолов, и еще очень много из того океана чудовищной лжи и формировалось средневековыми политтехнологами общественное мнение. «Становитесь на стезю святого гроба, говорил понтифик, исторгните эту землю у нечестивого народа, покорите себе ее, смойте скверну своей и чужой кровью, за обильную кровь фанатически настроенных христиан и магометан, сарацинов, которая должна была неизбежно пролиться, папа гарантировал полное и немедленное отпущение грехов всем одурманенным пилигримам». Возвращаясь в нашу современность, пока мы с вами не отработаем, ведь вся эта война, она на самом деле, возьмите, вот на протяжении всей истории, даже тот же папа Урбан II, призвав, так сказать, захватить Иерусалим, на самом деле они целились на Византию, что они доказали в 1203-1204 годах,
освободив этот священный город, осадив этот священный город. А убивали не там всех, и в том же Иерусалиме убивали христиан. Поэтому это грабительские походы, и здесь у нас никаких сомнений по этому поводу нет. Теперь вопрос, как мы с вами, мусульмане и православные, сформулируем наше, ну, как бы это сказать, общежитие в единой империи. В случае, когда благодаря народам империи, значит, удавалось выживать, собственно, самим империям, есть это пунические войны, вспомните, благодаря тем народам, которые не поддержали Карфаген, а остались в пространстве римского, как они считали тогда, справедливого права, и это была главная, я считаю, причина того, что карфагеняне в итоге потерпели поражение. Поэтому это очень важно. Очень важно понять мусульманскому населению Российской Федерации, а это десятки миллионов, значит, если они сегодня с трудом, правда, еще пока многие понимают, каким будет их дальнейшее имперское будущее, то я считаю, дорогие коллеги, нам с вами совместно, и философам, и политологам, и политтехнологам, и историкам, и очень важно сообществу православных и мусульманских священников все-таки выработать, может быть, концепцию, которая стала бы отдельной очень важной главой в одном из имперских произведений, которые либо когда-то будут написаны, либо написаны уже сейчас, я не в курсе. Вот. Поэтому это очень и очень важный экзистенциальный вопрос существования многонациональной, многоконфессиональной империи. Спасибо, извините за многословие. Спасибо большое, Булат Вахидович. А слово Павлу